Независимость Башкортостана. Этнические чистки, люди будут превращаться в беженцев, уезжать. Жопу Путина, которую надо целовать, да? Куда двигаться, кому верить? Без разницы, как они будут жить, меня беспокоит моя республика Башкортостан. Руслан, мы собрались в новом помещении, довольно-таки интересном помещении. Сразу первый вопрос, где мы находимся? Добрый день, Руслан. Мы находимся в открывшемся новом офисе Комитета Башкирского национального движения за рубежом в Вильнюсе, который располагается, и мы его так, если коротко, называем Башкорт-Юрто. То есть это вот первый такой, наверное, я считаю, офис, первое помещение, которое вот связано не только с башкирским народом, с культурой, с его, но также и с политикой, наверное, да, вот с той политикой, которую ведет наш комитет. Ну тогда несколько слов о задачах. То есть понятно, что приятно прийти в офис, увидеть, я не знаю, знакомые лица на картинах, на фотографиях, увидеть книги, флаги. Вот. Но есть ли какие-то, может быть, планы серьезные, далеко идущие? Может быть, пока совершенно приблизительные, но все-таки. Ну, вообще, надо рассказать, для чего мы открыли этот офис. Мы хотим консолидировать башкирское общество за рубежом, располагающееся именно за рубежом, здесь повторюсь, для нашей общей цели. Это борьба с оккупационным, я считаю так, путинским режимом, с хабировским режимом, который сейчас, к сожалению, творит очень такие жестокие вещи в Республике Башкортостан. Ну и конечная цель, окончательная цель – это, конечно же, добиться поставленной задачи, которую мы перед собой поставили, а именно независимость Башкортостана, воплощение вот той давней мечты, которую наши башкирские лидеры много десятилетий, столетий лелеяли. А почему отдельно подчеркиваете, что вот речь идет про башкортостанцев, живущих за границей? Почему это не может быть интересно тем, кто живет сейчас на территории Башкортостана? Я хочу сказать здесь, может, меня неправильно поняли, имеется в виду вовлечь в работу именно башкир, живущих за рубежом, потому что, открыто вовлечь имеется в виду, потому что если вовлекать тех, кто живет сегодня на территории республики, это чревато различными преследованиями. А так, конечно же, мы будем в первую очередь своей работой, своим, скажем, посылами, своими операциями доносить до жителей Республики Башкортостан в первую очередь. Именно на них все это будет работать, потому что они, как основные, скажем, жители этой республики, достойны вот тех перемен, достойны того, чтобы Республика Башкортостан стала свободной и независимой. Тогда сразу не могу не спросить, раз уж мы зашли, вот, как говорится, к серьезному вопросу, а что делать с тем, что башкортостанцы, в том числе довольно-таки критически настроенные к тому, что сейчас происходит, зачастую говорят, что вы там у себя за границей ничего не понимаете, вы живете в своих там розовых мечтах, реальность совершенно другая, мы тут ничего такого, чего вы хотите, сами у себя не хотим, нам бы жить спокойнее, в покое нас чтобы оставили, и, в общем, нас все устраивает. Вот понятно, что есть разные контраргументы у людей, да? Кто-то может называть врагами, предателями, кто-то говорит, нет, вы нормальные люди, но вы просто не понимаете жизни. Вот всем этим людям, да, что можно ответить, что ли, вот на эти контраргументы, если есть какой-то ответ? Я считаю, что такие вопросы задает не большая часть населения, это абсолютно мало таких людей, которые считают, что в России на сегодня все нормально. Но мы прекрасно видим, вот когда они нам говорят, чтобы мы их оставили в покое и не трогали, что у них там все хорошо, и они хотят только спокойствия, но им надо просто оглядеться вокруг себя и посмотреть, спокойно ли сегодня живет Россия, какой режим в стране установился, ведет ли она войну, приходят ли, скажем, похоронки в Республику Башкортостан, а вместе с ними и гробы. Идут ли репрессии в Республике Башкортостан, когда ты за любое слово можешь просто угодить там на 5, на 7, просто за смену ценников на магазине, да, то есть за такую шутку. То есть надо посмотреть и понять для себя, действительно ли вы
считаете, что все хорошо. Или, может быть, вы просто как тот страус, да, который прячет голову в песок и думаете, что вот если вы этого не замечаете, то этого нету. Или стараетесь, по крайней мере, точнее, не замечать. На самом деле страна погрузилась буквально за 3-4 года в хаос, в диктаторский режим абсолютный, который ухудшается и ухудшается. Жизнь становится все хуже и хуже. И в этом не виноваты ни мы, ни ты, Руслан, в этом не виноват. И в этом виноват тот режим, который уже на протяжении больше 20 лет, да, правит в России. Да, но на это ведь тоже люди могут возразить, сказать, что похоронки приходят в те семьи, мужчины которых сами изъявили желание, добровольно подписали контракт. А в целом холодильник не пуст, и если конкретно каждый человек не будет особо высказываться, то никто за ним не придет, и можно жить спокойно. Вот я лично это слышу буквально, чуть ли не от близких, да, а уж то, что я вижу в интернете, так это сплошь и рядом такая позиция. То есть нас Кремль там, или конкретный человек в Уфимском Белом доме не трогает, говорят люди, жители там даже Башкирского Зауралья. Я тут своей мотыгой, да, свой участок обрабатываю, зарабатываю, более того, богатею, лучше живу, чем жил 15 лет назад, тем более 30 лет назад. Поэтому какие вообще вопросы? Не трогайте нас, они говорят. Но это неправда. Это неправда, потому что на самом деле те же самые зауральцы, вот они прекрасно события этого... Обобщать нельзя, я согласен. То есть я привожу конкретный пример конкретного человека, а есть другие, которые пришли к Баймакскому суду, безусловно. Да, ну и помимо этого, помимо выхода к Баймакскому суду, помимо этого, сколько было сходов различных жителей, которые протестовали против Сибайского карьера, против других карьеров каких-то там. Мы помним Кыркытау, сколько тысяч людей собрало. Да и вообще, то есть сейчас Подольское месторождение, там проблема за проблемой, то есть никто вас не собирается оставлять в покое. Когда стране сейчас, которая воюет, нужны деньги, нужны ресурсы, они будут выкачивать все, и вас никто не будет спрашивать, хотите вы этого или не хотите. Ситуация будет ухудшаться. Почему? Потому что эту страну никто не поддерживает, кроме нескольких диктаторских режимов. Она воюет против всего мира цивилизованного. И глупо надеяться, страна, на которую наложено огромное количество санкций, больше всех санкций всех других стран. И глупо надеяться, что эта страна сможет как-то сделать какой-то качественный экономический рывок, развиваться, демократия здесь установится. Даже если Россия победит, условно, хотя я в это не верю, даже если она победит, какое дальнейшее развитие эти люди видят? В чем? Восстанавливать захваченную Украину? Сколько денег туда надо, откуда она эти деньги возьмет, будет снова выкачивать с населения, с того же самого. И санкции никто не снимет. Экономика как ухудшалась, так и будет ухудшаться. В чем плюсы вообще, я не понимаю. Ну, тогда есть, наверное, еще один аргумент. На самом деле их много, но я только некоторые попытаюсь вспомнить и выделить. Есть такое мнение, что да, все, конечно, это верно, это все плохо, что мы воюем, можно было бы без этого обойтись. Но уж коли началось, то куда же нам деваться? Мы же с Россией несколько веков, и нам приходилось в прошлые века сталкиваться с проблемами. Мы, значит, против Наполеона шли, и против Гитлера, и так или иначе, да, было тяжело, но мы все это выстояли, и вместе шли рука об руку. И поэтому сейчас не время устраивать разборки, нужно консолидироваться, и вот тогда, когда мы все это дело закончим, внешнего врага в лице коварного Запада победим, тогда, может быть, поговорим, что надо полномочия перераспределить, что-то вернуть, суверенитет какой-то. Но вот, короче говоря, сейчас лодку раскачивать нельзя, они говорят. Это как знаменитая поговорка, точнее не поговорка, а слова какого-то человека о том, что нельзя идти против своей страны, даже если она даже не права, да, то есть. Но я так не считаю. Я считаю, что, во-первых, эта страна сегодня ведет захватническую войну. Это абсолютно разные вещи. Это не война с Гитлером, когда Гитлер напал на СССР. Это не война с Наполеоном, который Наполеон напал на СССР. Хотя там тоже, если кто историю знает, во многом и Россия виновата была. Вот. Но в любом случае, тогда еще можно было оправдать, что вот враг вторгся на территорию, да, и
надо как-то защищать. Сейчас в Россию никто не вторгался. Мало того, она сама начала оккупировать сперва Крым, потом Донбасс и так далее. Поэтому говорить и защищать страну, где управляет диктатор, и плюс еще диктатор, который захватывает другие территории, другие народы, пытаясь их поработить, это оправдание, это еще самое главное здесь. Здесь нельзя путать власть и родину. Вот многие люди делают большую ошибку, когда путают в этом. Родина не виновата в том, что власть в этой стране захватил диктатор и управляет так, как он хочет. И вот со своими какими-то там идеями покорить весь мир, там, оставить после себя какое-то там громкое имя, там, воссоздать СССР 2.0. В этом Родина не виновата, в этом государство не виновато. И в этом виновата власть, которая захватила эту страну. И это абсолютно, и когда человек говорит, я иду защищать Родину, это абсолютно неверно. Родина это не Путин. Как правильно сказал Шевчук, Родина это не жопа Путина, которую надо целовать. Да? То есть абсолютно верные слова. Нельзя путать вот эти абсолютные вещи. Когда мне говорят, допустим, что я предатель, я предал башкирский народ, Республику Башкортостан, я всегда задаю вопрос, а в чем я предал Республику Башкортостан? У нас что, Башкортостан цветет и пахнет, он развивается там и входит в десятку регионов-доноров, как это было в 90-х годах. А что у нас башкиры все полностью владеют башкирским языком, потому что у нас совершенная система образования, у нас культура развивается, нас знает весь мир, как какой-то там образованный, культурный народ, который растет в численности. Нет, это же не так. Нас репрессируют, нас давят, нас сажают, нас убивают, как это по ваймарским событиям произошло. Наш язык уничтожается, с нашей республики выкачиваются все ресурсы. И я выступаю против этого. И почему я тогда предатель? В чем я предал интересы башкирского народа? Интересы башкирского народа заключаются в том, чтобы вот так жить в таком колониальном положении, что ли? Как они это объясняют? Перешел на сторону врага. То есть, да, все эти претензии понятны, есть проблемы, они скажут, их надо решать всем совместно, но не переходить на сторону врага в трудную годину лихолетия, как это использует пропаганда. Так, враг ли он? Тут надо еще задаться вопросом, враг ли он? Если он помогает свергнуть нашего диктатора, так может быть он наоборот друг и союзник? Никогда Запад не был другом России. Даже если делали вид, что нам помогают, гуманитарную помощь отправляли, там, не знаю, от голода спасали в 1921 году, в 1991 гуманитарку отправляли, это всегда делалось для того, чтобы извлечь какую-то свою выгоду. Но никогда эта помощь не была искренней. Ну, я понятно, да, транслирую сейчас позицию, которую оппоненты могут озвучить. Лично мне вообще плевать, какую американцы извлекли выгоду в том, чтобы поставлять нам продовольствие, спасать наших умирающих башкир. Мне самое важное то, что они спасли жизни наших башкир. Вот это для меня самое важное. А какую они могли извлечь выгоду? Некоторые говорят, вот они тем самым спасали своих фермеров, то есть закупали излишки, у них излишки, как бы, они и как бы передавали эти излишки как там башкирскому народу, там, ну и вообще всем голодающим там, Поволжье и так далее. У меня просто вопрос, люди, которые так рассуждают, они рассуждают вот этими мыслями тоталитарного советского режима, когда нужно просто отнять у фермеров их продукцию и там распоряжаться как хочет. Но, конечно, нормальное государство будет покупать у своих фермеров, чтобы поддерживать их продукцию, а потом эту продукцию куда-то захочет, она передаст, захочет продаст, захочет там подарит. Это нормальное государство так делает. И в том самое главное, что они помогли спасти наш народ. И об этом четко сказал Муса Муртазин, когда он возглавлял Башцик тогда, что каждая спасенная башкирская жизнь спасена благодаря помощи АРА, американской помощи. В 90-х годах, я помню, все эти ножки Буша, много что про продукции какая поступала к нам. Это же все есть в интернете, все это можно увидеть, и в этом нет никакой лжи. Помимо того, Айвазовский писал несколько картинок, кто не знает, наберите в интернете, посмотрите. Еще до 21 года, во времена Российской империи, несколько раз американцы помогали голодающей Российской империи, помощь давали безвозмездную.
Ну, в общем, да, и покупая продукцию у своих фермеров, они могли отправить ее не только в Российскую империю, а куда угодно, а то, что они ее покупали, совершенно логично. Ну, а сейчас что нужно Западу? Ну, оставили бы в покое, жила бы Россия с Владимиром Путиным во главе и никого не трогала. Но нет, решили захватить власть в Украине, устроили кровавый Майдан, и решили расширить границы НАТО, окружив тем самым нашу страну, подвергнув ее опасности. Ну как на это можно смотреть закрытыми глазами? Ну, вообще, во-первых, Украина это не какая-то область российская. Это независимое государство, где те процессы, которые там происходят, это дело вообще дело самих украинцев. Угу. То есть хотят они свергать власть, пусть хоть каждый год. Это их полное право. В Киргизии, я помню, там постоянно свергалась власть. Ну, штуки 4, да. Да, 4 или 5 свержений было власти, и постоянно приходил в помощь свержения новый президент, и никаких претензий у России к этому не было. Это дело самих украинцев. Хотят они свергать, не хотят они свергать. Никакого права Россия не имела вмешиваться туда. Все. Поэтому говорить так, что вот вообще Россия, что она жандарм, до сих пор жандарм Европы, что ли, который имеет право там вмешиваться куда хочет и что хочет. Захотела в Грузию вошла, там, да, захотела в Украину вошла. Но заметьте, что те диктаторские режимы, которые ни на кого не нападают, они как жили, так и живут. Огромное количество в мире диктаторских режимов, даже рядом с нами, Туркменистан, вот как пример, Таджикистан. Живут, да, диктатура, да, народ, возможно, страдает. Но и не только Россия, но вообще весь мир, они заседают в ООН, их представители, с ними есть какие-то контакты международные. Никто на них не нападает, никто не вводит туда войска, чтобы там свергнуть этот режим, пока он не устраивает геноцид для своего населения, либо не нападает на соседние страны. Все. Туркменистан упомянули, и в этой связи, опять же, не могу не вспомнить контраргументы людей, кто говорит, что в случае, если там откроется условное окно возможностей и произойдет деколонизация, возникнет независимый Башкортостан и другие государства, то они могут пойти путем вот таким вот не самым цивилизованным, не самым современным, и людям, как говорится, мало не покажется. Они будут вспоминать с любовью и ностальгией нынешние относительно свободные времена. Но сегодня уже можно уверенно сказать, что далеко относительно не свободные времена, это раз. И они, наверное, будут ухудшаться и ухудшаться. Это первое. Во-вторых, да, конечно, когда Россия распадется на десятки независимых государств, на каких-то там, возможно, там федерации, возникнут какие-то союзы, отдельные государства, я уверен, что какая-то часть из этих новых образовавшихся государств будут авторитарными. Возможно, где-то будет диктатура. Это жизнь такая. Ну вот очаги напряженности, конфликты могут возникнуть. Здесь пытаются демократию построить, здесь авторитарный режим. А вот эти вот экономические связи, даже не в том смысле, что там торговали между собой напрямую, я не знаю, железные дороги, в конце концов, да, проведены, авиационные сообщения. Как это все можно будет решить так, чтобы всех все устраивало, и экономически, и политически все это дело работало дальше? Экономика и бизнес, они наладят мосты сами. Это экономическое такое развитие, оно в любом случае будет искать ходы-выходы. Никто не собирается железные дороги там демонтировать, никто не собирается там закрывать. Мы же не собираемся устраивать какие-то там новые государства, огороженные колючей проволокой там от всего мира. Но то же самое все так же будет открыто. Этим же государствам нужно как-то будет существовать, им нужно будет как-то развивать свою экономику. Соответственно, те же самые экономические отношения сохранятся с соседними там областями. Но я сомневаюсь, что у Башкортостана какие-то очень хорошие отношения там, с какой-то Камчаткой, допустим, да? С условной Камчаткой или там с Кубанью, допустим. Есть какие-то. Но больше всего у нас отношения, если брать внутренние, с Татарстаном, со Свердловской областью, с Челябинской областью, вот где мы с Самарой, с Оренбургом и так далее, Казахстан. Вот, так же оно и будет все продолжаться, потому что как мы заинтересованы в развитии, так и они заинтересованы, наши соседи заинтересованы в развитии, в экономическом развитии с Башкортостаном.
Поэтому все это сохранится. По поводу диктаторских режимов, как я сказал, возможно, да, но в любом случае независимая страна, ей будет шанс. Мы сейчас уже живем в диктаторском режиме. И говорить о том, что вот о каких-то гипотетических страхах, что вот мы попадем обязательно в диктаторский режим, не факт. Это раз. Во-вторых, даже если попадем, то это наши проблемы. Мы будем их сами решать, но мы будем уже независимыми. И даже независимые диктаторские режимы со временем становятся нормальными государствами. И мы видим, что тот же самый Казахстан в последнее время все больше и больше, скажем так, развивается в лучшую сторону. Узбекистан развивается, даже там полуавторитарные режимы. Но я думаю, что со смертью Лукашенко и белорусский народ точно так же, наверное, будут большие изменения в лучшую сторону. Все нормально, поэтому какая-то часть действительно станет диктаторской. Это от нас зависит. Если мы, народ, сами себе позволим установиться в диктатуре, отдадим кому-нибудь власть, какому-нибудь диктатору, тогда да. Я согласен с тем, что в мировой истории последних 35 лет есть примеры, в том числе успешные, и, пожалуй, соглашусь, что вот, например, Литва, в которой мы находимся, это успешный пример того, как государство, бывшая часть империи, может стать успешным государством, независимым государством. Но тут же ведь сразу, я как бы сам себе возражу, ведь есть контраргументы. Государство с распростертыми объятиями приняли в Евросоюз готовый, да, который уже был. В НАТО военный блок приняли и, в общем, дали все возможности. А с кем будут строить свои будущие какие-то перспективы такие республики, как Башкортостан? Там нет под боком НАТО, нет Евросоюза. Вот. Есть другие территории России, у которых у самих будет куча проблем, и есть государства Центральной Азии, которые тоже пусть развиваются, но, мягко говоря, они еще далеки от того, чего достигли страны Евросоюза. То есть неравные условия. Ну, действительно, если говорить о Литве, где мы сейчас находимся, и ты, Руслан, наверное, видел, насколько успешная страна, и я считаю, что Литва – это вот тот пример, когда яркий показатель успешности, действительно, где в стране, где нету каких-то мощных производств, где нету, скажем, природных ресурсов. Самый большой природный ресурс – это песок, который здесь находится. И она развивается, даже находясь в Евросоюзе. То, что некоторые говорят, что Евросоюз, вот он там дотациями как-то помогает Литве, но есть несколько других стран, которые входят в Евросоюз, но они намного неуспешнее Литвы. Поэтому говорить о том, что здесь вот там заваливает деньгами Евросоюз Литву, нет. Это грамотная экономика, выстроенная грамотная экономика, верховенство законов, частный бизнес и так далее. То есть вот это вот то, что двигает Литву. По поводу Башкортостана, который, скажем так, где будет, в каких союзах будет находиться. Но Башкортостан вообще находится на стыке. Я вообще, вот, если честно, там, когда мне говорят, там, вот, а как будет жить там Бурятия, там, Тыва, там, еще кто-то, мне вообще, если честно, без разницы, как они будут жить. Меня беспокоит моя республика Башкортостан. Почему я должен заботиться там, о других каких-то там регионах, там, бедных, там, Вятка как будет жить, там, Вятская, там, сегодня же Кировская область. Она и сейчас живет плохо. И будет ли она жить там хуже еще, не знаю. Да? То есть это их проблемы. Я беспокоюсь о республике Башкортостан. Если брать республику Башкортостан, мы достаточно экономически сильный регион. У нас хорошее большое производство есть. Правда, сегодня оно полностью заточено под олигархов, под Путина, под войну и так далее. Поэтому мы такой огромный, богатый регион, находимся там в нижних строчках, там в середине, где-то там, среди регионов успешных. Вот. Но мы находимся на стыке Европы и Азии. У нас рядом достаточно сильные регионы. То Татарстан, да, Свердловская область, с кем можно будет выстраивать хорошие отношения. Казахстан, вся Средняя Азия, Центральная Азия, точнее сегодня называть. По поводу союзов, мы можем войти как в Европейский Союз, если, скажем, границы позволят, да, то есть рядом будут проходить с нами Европейского Союза. Мы можем войти в Тюркский Союз, который сейчас, я считаю, очень успешно развивается. И говорить о том, что Казахстан и Узбекистан это какие-то отсталые страны, нет, они очень сильно в последнее время развиваются. И я думаю, что нам, у башкирам, есть чему поучиться у них. Поэтому я думаю, что все у нас получится. У нас все есть. Природные ресурсы, хорошая промышленность, человеческий капитал для этого есть.
И хорошее географическое расположение. Это такой хаб, через который проходят очень сильные большие транспортные пути, автомобильные дороги, железные дороги, газопроводы и так далее. Я думаю, мы точно не пропадем. Но еще бы я здесь заметил, что помимо экономики, помимо того, что жители хотят жить богато, обеспеченно, в достатке, помимо этого есть еще, помимо плотских, как говорится, да, потребностей, есть еще духовные потребности. А это, так как мы национальная республика, мы народ, государствообразующий, коренной автохтонный народ этой республики, у нас есть свои духовные потребности в развитии языка, культуры, традиций, вообще в росте своего народа. Поэтому, находясь в этом государстве, этого ничего нету. Мы всего этого лишены. Мало того, мы деградируем, ассимилируемся, происходит лингвоцид нашего языка, мы теряем его катастрофическими темпами. И именно национальное государство, независимое, заточенное под развитие, не сохранение, а развитие своей культуры, своего языка, это вот то, что нам нужно, то, что нам необходимо. Ну, вроде с этим никто особо не спорит, но есть, опять же, мнение, что это может делаться в ущерб другим народам, населяющим Башкортостан. Так сложилось уже, да, что у нас татарское население очень большое, русское население, и есть другие народы, кого поменьше. То есть могут быть проблемы, этнические чистки, люди будут превращаться в беженцев, уезжать. Вот. И, в общем, как бы претензия даже условно у официальной пропаганды какая? Это все происки националистов и даже нацистов, и некоторые же так называют ваше движение. И, в общем, зачем мы это все проходили? То есть давайте жить дружно, как мы жили всегда все эти столетия. Хабиров даже как-то говорил, расисты. Даже расисты? Да, у тебя же на канале, на Эхе. Ага. По поводу межнациональных отношений. Я, кстати, буквально недавно посмотрел фильм Алексея Пивоварова про Югославию, как она разваливалась, и очень рекомендую. Я считаю, что... Я правильно там подметил, что какая-либо страна, если она собрана из национальных каких-то государств, народов, и без их желания собрана, и пока она как бы руководится одним каким-то лидером, авторитарным, жестким, но который зачищает возле себя все поле, там не оставляет преемников, она обречена на развал рано или поздно, потому что межнациональные отношения, они, если как бы исторически были какие-то проблемы между этими народами, они все равно рано или поздно вспыхнут, это раз. Там же, кстати, проблема была именно в сербах, который был главенствующий народ, государствообразующий, там Югославия, как государство все брать, там федерацию, главенствующий народ. Очень сильно напоминает сегодняшние события, когда русский это главенствующий народ, и он, к сожалению, сейчас идет такая политика, когда его еще больше выпячивают. Внесли в Конституцию Российской Федерации как там, государствообразующий народ, там, русский язык сейчас там, главенствующий. Нас хотят всех сделать русскими. Это не прибавляет толерантности вот этим вообще межнациональным каким-то отношениям, чтобы они как бы были добрососедскими. Но мы, Республика Башкортостан, хотим строить не какому-то там моноэтническую. Конечно, это невозможно, потому что у нас живут достаточно крупные народы. Но и мы не виноваты, башкиры не виноваты, что сюда со временем волнами приходили колонизаторы, и так получилось, что башкир стало меньше. Башкортостан, конечно, мы рассматриваем как национальное государство, где башкиры будут государствообразующим народом, как и сейчас в Республике Башкортостан, где башкирский язык будет государственным единственным языком. Но мы, конечно же, не собираемся никого изгонять, никого там ущемлять, никаких этнических чисток, боже упаси, потому что тот же самый пример Югославии показывает, что те страны, которые воевали, которые нападали, пытаясь там они сегодня экономически неблагополучные, огромное количество населения ушло, а сегодня в мире одно из важнейших, даже больше, чем природные ресурсы, имеет человеческий капитал. Чем больше у тебя живет умных людей, которые хотят вкладываться в это государство, тем лучше, потому что
Мы видим, что страны, которые имеют огромные запасы там, нефти, газа, живут беднее, чем страны, которые... Он Швейцария, да, там прекрасно живет за счет человеческого капитала. Мы хотим сохранить все народы, потому что все народы это тоже разные культуры, разные, как бы, все интересно. Вот. Ну, и поэтому у нас в программе заложены именно такие, скажем, цели и задачи развития этих народов. У нас в местах компактного проживания того или иного народа в нашем проекте будущего независимого Башкортостана от нашего комитета заложено то, что, допустим, будет образование от детского садика, заканчивая высшим образованием, можно будет получать на своем родном языке, чего сегодня нету. Но говорю здесь, что высшее образование, институты можно будет открывать только частные. Государственные институты, конечно же, будут только на государственном языке. Вот. Но частные, пожалуйста, можно открывать, и это нормальная практика во многих странах. С детского сада, еще раз говорю, до высшего образования. Плюс делопроизводство можно будет вести на своем родном языке, чего сегодня тоже нету уже. Все на русском языке. Делопроизводство можно будет вести в местах компактного проживания на своем родном языке. Плюс будут представители от каждого. Наша карта, которую, кстати, вот ты здесь видел, Руслан, будет состоять из кантонов. Но это мы так предлагаем, хотя все обговаривается. От каждого кантона будет 2 представителя сидеть. То есть мы вообще видим в будущем парламентскую республику, где парламент будет, скажем так, главным, да, то есть в стране. Вот. И будет по 2 представителя от каждого кантона. То есть представитель от избранного главы кантона. Глава кантона избирается населением кантона. Плюс 1 представитель от народа, который народ будет выбирать сам еще плюс дополнительно представителя. По 2 человека. То есть демократически все процедуры будут соблюдены. У нас будет разрешены национальные, не только просто партии различные, но и национальные партии. Может быть, татарская партия, там, как-то она будет называться, там, чувашская, марийская, там, русская партия. Если они наберут процентов, 5% барьер там перейдут, могут быть представлены в парламенте и защищать интересы своих народов. То есть мы собираемся, это будет не федерация, это будет не конфедерация, но это будет страна, где будут соблюдены интересы всех народов. А язык межнационального общения, условно русский, как в Казахстане, предусматривается в этом проекте? Да, мы спланируем русский язык оставить как языком, наделить его статусом межнационального общения на 30 лет. Почему? Потому что, объясню, почему на 30 лет и почему только на 30 лет. Почему на 30 лет? Потому что мы хотим за 30 лет, так как единственный государственный язык будет башкирский, мы за 30 лет хотим выучить целое поколение, там, даже 2 поколения, получается, скажем, учащихся на родном языке, где они получат полностью образование на башкирском языке, чтобы это выпустились специалисты, медики, юристы, инженеры, там, экономисты и так далее, владеющие в совершенстве башкирским языком, чтобы они все услуги могли предоставлять на башкирском языке. Кстати, а что считать башкирским языком? Ведь, опять же, нынешний эталонный башкирский язык, да, по сути, волюнтаристским решением был принят и установлен как башкирский. Ну, по крайней мере, вот из тех данных, что у меня есть. Если верить тем специалистам, что ли, да, которые сейчас транслируют идею, что на северо-западе Башкортостана это северо-западный диалект, и в центре республики тоже есть свои диалекты. Условно, в Бурзянском районе говорят немножко по-другому, нежели говорят в Зауралье. Вот, есть классический башкирский язык, который изучается в школе. То есть он установлен, официальный башкирский язык. Это вот я про него говорю. Диалекты, они, конечно же, остаются. Диалекты есть везде. В Германии есть в разных землях, штатах, да, свои диалекты. Много где есть диалекты. В России у русских очень много всяких диалектов. Там на Вятке свой, там на юге свой и так далее, говоры. Диалект останется диалектом, но есть официальный, признанный башкирский язык, который изучается в школах, на котором ведется делопроизводство, которое там печатается литература и так далее. Вот, я про него говорю. На нем будут обучаться дети, и, соответственно, потом будущие услуги будут предоставляться на нем. Почему только на 30 лет? Потому что если русский язык оставить
языком, государственным языком на постоянно или там официальным языком, то, к сожалению, население не переходит на родной язык, на язык коренного народа, государствообразующего народа. Это яркий пример Белоруссия. Беларуси оставили вторым государственным языком русский. Практически 90% белорусов не владеют своим родным языком. И я очень много здесь в Литве общаюсь с белорусами, они все разговаривают на русском языке. У них преподается белорусский родной язык в своей родной Беларуси в независимом государстве несколько часов в неделю. Это парадокс. В то же время мы видим страны, которые отказались от русского языка полностью. Это вот Латвия, Литва, Эстония. Хотя в Литве здесь есть русские школы, польские школы, белорусские школы. Все нормально с этим, что и мы хотим сделать. Но здесь в Литве литовский государственный язык. И сегодня молодежь, возможно, ты, Руслан, заметил, ходит по улицам, разговаривает на литовском языке и не знает русского языка. То же самое происходит в Узбекистане, Кыргызстане, в Грузии, в Армении, в Латвии, в Эстонии и так далее. Ну, в общем, по этой теме более-менее понятно. Хотелось бы еще один вопрос затронуть, может быть, не такой глобальный, но интересующий часть нашей аудитории прямо сейчас. Я имею в виду те события, которые происходят в республике, и как это все преподносится, что ли, и обставляется вот теми информационными ресурсами, с которыми приходится иметь дело жителям республики. Я имею в виду сейчас пропаганду властную, которая действует в республике. Это вот телеканалы там БСТ и по списку дальше. Это их сеть телеграм-каналов, которые часто работают анонимно, но некоторые вполне себе открыто. Вот. Если говорить про них, они уже даже в эфире того же БСТ обвиняют Руслана Габасова во всех смертных грехах. В общем, называют и националистом, и предателем, и там каким угодно. И, в общем, с этим вроде бы все понятно. Как бы вопросов особо нет. И как бы сейчас комментировать я это даже не прошу. В это же самое время республиканская власть оказывает серьезнейшее давление на издание Рауфы Рахимовой «Пруфы». Издание, которое исторически, традиционно критиковало республиканскую власть, относительно терпимо относилось к тому, что происходило в Москве, а в последнее время это издание, можно сказать, поддерживает политику Кремля, по крайней мере, в части Украины. Обозреватель этого издания, всем известный журналист Рамиль Рахматов, побывал в качестве контрактника на этой самой войне. Оккупанта. Вот. И, в общем, когда за этим наблюдаешь, как писал известный русский писатель, все смешалось, да, в доме Облонских. И сложно вообще уже понять, кто, кого, зачем и почему. Я, в общем-то, человек, погруженный в эту тему, более или менее вроде как-то могу себе эту картину обрисовать. Но человек, который сидит у себя дома и пытается какую-то информацию получить, понять вообще, что происходит, куда двигаться, кому верить. Но у людей голова кругом, мягко говоря. Вот журналисты пытаются понять, по крайней мере оставшиеся независимые, а кто за кем стоит, кто за какие ниточки дергает, кому это выгодно в конце концов. Вот что по этому поводу хочется, если хочется, конечно, сказать вообще, ответить, может быть, кому-то из тех, кто претензии предъявляет. Даже не тем, кто из Белого дома, наверное, тут разговор бесполезен, да, но вот все-таки условные единомышленники, да, издание «Пруфы», издание, которое, ну, мягко говоря, проблемы республики и башкирского народа всегда считали важным озвучивать, варианты решения тоже, соответственно, они как-то искали. И вот тут такое серьезнейшее давление и развешивание ярлыков в стиле пропаганды буквально. Тут вопрос даже длиннее, чем ответ, может быть, получился. Но все-таки я попытался всю эту картину обрисовать, как я ее вижу. Сразу хочу заметить, что Мурзагулов здесь вообще ни при чем. Ну еще я его-то даже... его тоже а то просто, когда говорят про пруфы, тут же сами пруфы говорят, то есть они говорят, что обсуждать пруфы нельзя. Нам, находящимся за рубежом. А если мы обсуждаем, то значит мы действуем с подачи Мурзагулова, который нами всеми рулит. А им рулит из Белого дома. Ну, как бы. То есть Мурзагуловым и сейчас, в наши дни, управляют из Уфы, из Белого дома. Ну, так вот заявляют пруфы самые. Ага, при этом, значит, Мурзагулов имеет и статусы иностранного агента, там и уголовные дела. Но при этом, ну вот видите... Да, и он управляет еще нами. И нами. Да. Ну, ладно, вот. Но что я хочу вообще прокомментировать? Это еще раз вот показатель того, что страна становится диктаторской.
любое проявление инакомыслия будет уничтожаться. И пруфы это, если сказать, это региональное. Ну, конечно. Это не общероссийское. Поэтому если Путин легко расправился с общероссийскими СМИ, выгнав всех там, да, посадив многих там, да, аннулировав их там лицензии, вот, то что говорить про какой-то СМИ? Естественно, РУФА имеет какие-то связи в Москве, пытается к ним апеллировать, там, пытается искать защиту, но Хабиров будет проталкивать свою линию, пока не уничтожит это СМИ, потому что оно для него явно оппозиционное, потому что это СМИ мочит только Хабирова много лет подряд, до этого мочила Хамитова. Вот. Почему? Потому что и не мочит Москву, здесь надо заметить, не мочит Москву, мало того, поддерживает в последнее время, как говорится, да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что просто данные СМИ во главе с Рауфой Рахимовой, которая была встроена в клан Рахимовых, который в свое время управлял республикой, очень хочет сменить власть на как минимум лояльных к себе людей и вернуться во власть. Это вот мое однозначное такое видение. Я уверен в этом, что именно поэтому они борются с этим режимом. Не потому, что они там либералы, что они там за все хорошее против всего плохого. Абсолютно нет. Они борются за власть в республике. Даже если они придут к власти, возможно, в каких-то там сферах полегчает, получше станет, но общая картина в республике не изменится. Как Путин будет запрашивать несколько тысяч человек на войну, Рауфа Рахимова, если она будет, допустим, или ее человек, будет отдавать этих людей. Как он скажет разрабатывать какие-то карьеры, выкачивать оттуда природные ресурсы, отдавать 80% налогов, доходов республики в Москву, так и будут они это делать, никуда они не денутся. Как скажут посадить какого-то оппозиционера, закроют на это глаза, а если надо будет, помогут. Вот. Скажут подавить какой-то там протест, подавят. Ничего не поменяется. Они борются только за власть. То есть это надо понимать. Поэтому Хабиров в них видит конкурента и давит их. А московская власть позволяет это делать, потому что Хабиров им важнее, чем какая-то Рауфа Рахимова. Угу. Но у них на этот счет позиции, судя по всему, пока нет. Ну, по крайней мере, мы не знаем о ней, поскольку суды продолжаются еще. Ну, раз уже ее обвинили, раз там, как говорится, московские какие-то эксперты дали заключение, я думаю, что здесь... Эксперты уфимские, кстати, там же наши из БГУ, по-моему. Ну, а там и московские, там, по-моему, пруфы тоже писали о том, что там московские эксперты тоже замешаны. Но неважно, неважно. Не суть, да, не суть дела. В любом случае, пруфы добьют до конца, либо заставят их сменить политику и полностью встроиться в политику республиканскую, отказаться от любых каких-то там наездов на Хабирова, да, любой оппозиционной политики, и либо ее посадят, либо выгонят из страны. Ну вот мы затронули уже разговоры о том, кто кому там что советует или настоятельно рекомендует. Вот фамилия Мурзаголова прозвучала. Ну, на самом деле, кроме смеха, конечно, это ничего не вызывает. Но все-таки, ведь люди часто, и опять же, даже, ну, скажем так, привыкшие думать и рефлексировать, на полном серьезе задают вопрос: а кто за все это платит? Вы там сидите у себя на Западе, и ваши хозяева вам там что-то, значит, диктуют, а чтобы вы задание четко выполняли, значит, ну, устраивают соответствующие как бы правила игры, да? То есть сделаешь нужное, скажешь нужное, получишь очередной паек, значит, и возможность разговаривать. Не скажешь, не сделаешь, не получишь, вообще выгонят. Но позиция людей, их восприятие мира, как я это вижу по своему опыту, она такая. И это очень популярная позиция. Даже у представителей, ну скажем так, баш-нацдвижения, у людей, которые еще вчера условно, да, были, если не участниками, но, по крайней мере, сторонниками движения Башкорт, да, которые власти запретили и ликвидировали. Вот можно ли на все вот эти выпады, претензии, предположения какой-то дать ответ такой, чтобы, ну, стало все-таки понятно, за счет чего это все происходит, ради чего это все происходит?
Вот это движение, это помещение, в котором мы находимся, да, Башкорт-Юрто, о котором мы начали говорить в первые минуты нашего разговора. Башкиры не маленький народ, условно, нас больше миллиона. И среди башкир есть достаточно богатые люди, которые точно так же недовольны политикой Москвы, политикой Кремля, политикой Хабирова. И очень много среди их живет и сегодня за границей. Они, вот, скажем так, мы нашли подход к ним. Эти люди решили нам помочь, сказали, что будут ежемесячно выделяют ежемесячно определенную сумму денег, которая хватает на то, чтобы открыть офис. Эта мебель вся здесь, которая была, мы ничего не покупали. Единственное, вот это флаги, картины, это все копейки, скажем так. Да. Вот, поэтому за счет, скажем так, спонсорства, помощи тех башкир, которые заинтересованы в том, чтобы наша республика Башкортостан вышла из-под колониального режима, стала свободной, независимой. И многие, может быть, думают, что наша идея маргинальна. На самом деле наша идея о независимости Башкортостана, она достаточно популярна на сегодняшний момент в башкирском народе как минимум. Поэтому есть люди и богатые, и очень образованные, которые за нас, которые поддерживают нас. И вот даже так финансово поддерживают. Поэтому вот отсюда деньги, отсюда офис. А как же Госдеп, который хочет развалить Россию изнутри и завладеть всеми ее богатствами? Ну, к сожалению, вот эти вот, скажем, штампы, которые идут из федеральных всяких каналов, они до сих пор ничем не доказаны, что Госдеп нас финансирует. Мало того, Госдеп на самом деле против того, чтобы национальные республики стали независимыми. И они об этом открыто говорят и говорили всегда. И мы помним, как они убеждали Киев, Украину не выходить из состава СССР. То же самое я здесь разговаривал с литовскими политиками, они говорят, что и нас пытались убедить не выходить, да, даже их звонили там эстонцам и латвийцам, выходить, там, договаривайтесь Горбачев же хотел создать конфедерацию, вот, новый союз независимых там государств, вот что-то такое. Союз суверенных. Да, союз суверенных, да, вот. И они говорили, соглашайтесь на этот союз, не надо вам независимости, вот, но... К счастью, они не послушались и сегодня живут очень хорошо. Вот. Поэтому сам Госдеп и очень многие западные политики, к сожалению, до сих пор прислушиваются к тем же самым либералам российским, которые точно так же говорят, что надо Россию сохранить, единую и неделимую, несмотря на то, что там некоторым народам плохо живется, ничего страшного, там, мы им надсыпем полномочий сколько надо, они там заживут хорошо. Вот, и Запад, к сожалению, их слушает, и он против нашей независимости. Поэтому нас они не поддерживают. Нас поддерживают те сторонники, которые прекрасно понимают суть происходящего в стране и прекрасно понимают, что нашему башкирскому народу осталось совершенно немного жить в условиях сегодняшнего режима российского. Мы просто загнемся и потеряемся.